Помните, я вам сказала, надо иголку купить с длинным ушком. Вот чтобы сюда сразу нитку сложить пополам и два конца вместе вдевать сюда. Для чего это делается? Для того, чтобы у нас на другой конце нитки была полупетля. Она нам очень нужна. Вот она, эта полупетля. Вот она. Она нам очень нужна. Она нужна для закрепления нити на ткани. Вот, например, иголку я пропускаю через эту полупетлю. Вот и закрепилась. И у меня на изнанку тоже очень аккуратно. Теперь я вышиваю. Теперь я вышиваю шулам. Это гладь. Боковая гладь. Шулам называется. Это очень легко вышивать. Почему легко? Потому что тут на конве клетки, вот это с одного угла на другой угол. И это вот, посмотрите, это наклонная. А вот такую же гладь можно по диагонали вышивать. Вот посмотрите, сейчас я вам покажу. Поднимаемся по диагонали. Вот такая же гладь получается, только уже это хандас называется. Потому что на изнанке уже там вертикальные полоски. Вот это хандас уже. А теперь, как же мне заканчивать нитку? И уже, например, я закончила, мне надо закончить. Куда же девать конец нитки? Я ее пропускаю через этот шов, вот так вот пускаю. Пропустила. Все. И аккуратненько срезаю ножницами. Вот получилось очень, видите, на изнанке тоже очень, и здесь не видно конца нитки. То есть я в конце нитки, и когда начинаю, когда заканчиваю, прячу на лицевой стороне. На изнанке у меня ничего не прячется. Все на лицевой стороне, чтобы изнанка получилась красивой. А вот теперь давайте я вам покажу, как нужно привязывать. Помните, мне девочка говорила, надо ей привязать нитку. Сейчас привяжем нитку. Вот, например, также мы начинаем. Вот здесь вот у нас полупетля есть. Вот видите, полупетля. Также начинаем. Здесь я вам покажу сейчас, как привязывать. Так. Сейчас сделаем стежка 2-3 сделаем и привяжем. Вот здесь теперь, когда привязываем, ничего сложного нет, только надо просто понять. Вот сюда мы привяжем чуть петлями красную нитку, чтобы было заметно. Нитку опять пополам. Обязательно надо пополам, чтобы здесь получилась полупетля. Вот на этой конце. Если заполнять, можно 4 нитки, тогда 2 нитки вбиваем. Нет, 4 нитки сразу, а тут 2 нитки. Вот. Вот теперь посмотрите, пожалуйста. Прежде чем поступиться к оставшемуся концу, я иголку пропускаю через эту полупетлю. И у меня получилась полная петля. Вот она, вот полная петля. Теперь я кладу иголку, и этот конец оставшейся нитки в эту петлю вдеваю. И здесь затягиваю, и вот оставшее вот это вот хорошо закручиваю. И когда я вышиваю, оно все уходит туда, и опять ничего не заметно. Вот поэтому получается, на той стороне у меня нету никаких узелков. И у вас точно так же получится, если вы правильно все сделаете, все. Вот книги, если вы купите книгу, там в книге сказано, как привязывать нитку. Там даже показано картинками, как это привязывается. Вот здесь
здесь посмотрите, пожалуйста. Здесь можно двояко зашивать вот этот вот узелок. Иногда, если 3-4 нитки, получается грубая там, заметная. Тогда, чтобы грубо не было, я что делаю? Я вам покажу. Я вот этот остаток зеленый, я его вставляю здесь. Вон, видите, оставляете пока. Вот теперь я через него как раз зашиваю. Через эту. Вот. Я его оставляю вниз сюда, под швом, чтобы у меня аккуратно получилось. Вот. Если бы я не спрятала, там немножко бугорок бы получился. Вот видите? Ну вот здесь вот она у меня не ушла. И опять заканчиваю вот. Все. И закончила. Все. И закончила. Швы бывают разные. Швы бывают для оконтуривания. Вот я вам показала. Оконтуривание только черным цветом шьется. Мулине надо использовать мулине фабрика имени Кирова, Санкт-Петербурга. Потому что я уже за свои 35 лет, сколько я вышиваю, мулине бывают разные. Бывают некоторые линяют. Некоторые очень крутятся, закручиваются. Вот когда вышиваешь, оно так вот закручивается, что при заполнении плохо с ними вышивать. А вот мулине имени Кирова очень спокойная, очень мягкая. Она очень хорошо закрывает. Вот, когда заполняем узор, вот узор заполнили, видите, хорошо очень закрывает. Швы бывает. Значит, я уже сказала, контурные заполнение. Бывают обметочные одни швы. Обметочные – это когда шьют рубашку, вот здесь вот на груди обметочные бывает. Но обметочные еще бывают и в других местах тоже. Бывают швы для маскировки. Для маскировки. Что такое маскировка? Вот, например, вот пришивает, когда платье шьют, холст, там же 36 сантиметров ширина, надо же привязывать, и чтобы, когда пришивает, чтобы это привязанное не было видно, вот сверху еще шов делают. Он называется маскировочный шов, чтобы незаметно, что тут пришито. Такое бывает. А сейчас я вам хочу показать мудреный шов. Мудреный шов используют только чуваши. Ни один народ России не использует мудреный шов, только чуваши. Он очень красивый шов. Я вам показала, только тогда мы с вами не полностью я не объяснила, как. Вот сейчас я вам покажу, как это делается. Так, вот здесь я, вот это. Мы уже привязали, а нет. Вам нужно показать начало, как начинается. Тут у меня. Так, нитка складываем пополам. Вот как раз здесь обязательно полупетля нужна. Вот. Этот шов шьется почти что все время по диагонали. Только конец. Когда я сейчас первый шов сделаю, и сейчас мы с вами посмотрим, на что это будет похоже. Когда я рисую ребятам на доске вот это вот, и говорю, ребята, вот посмотрите в природе, на что это похоже, вот этот маленький вот узорчик, на что похоже. Они мне точно говорят. Ну, и сколько, 25 человек сидят, обязательно некоторые точно говорят, это на это похоже. Вот сейчас посмотрите. Вы тоже сейчас посмотрите. На то, что тоже похоже.
это как будто бы птица летит, чайка летит над лодкой. Как будто бы чайка над лодкой летит. И вот когда мы вышиваем, только дно лодки 2 клетки берем, а здесь остальные везде по одной клетке и только по диагонали вышиваем. Только по диагонали, только горизонтально дно лодки. И он абсолютно одинаковый с обеих сторон. Вот еще раз начинаем. Так видно, как вам удобно. Вот, посмотрите. Вот по диагонали наверх поднялись, одну клетку взяли. Это получилось... Ой, простите, пожалуйста, я одну нитку ошиблась здесь. Сейчас. Так. Теперь я делаю крыло чайки. Крыло чайки сделали. Дно лодки делаем. 2 клетки берем. Теперь второе крыло чайки делаем. И борт, следующий борт лодки делаем. И сразу идем через 2 клетки выходим. Это на изнанке получается тоже дно лодки. Вот. Еще раз. Борт лодки. Лодку делаем. Чайку делаем, крыло чайки. Лодку делаем. Чайку делаем. И опять лодка. Видите? Лодка, чайка, лодка, чайка, лодка, чайка. Вот как получается. Вот последняя. Вот это мудреный шов. Чин бельмедера. Вот так. Он с обеих сторон одинаково получается. Чин бельмедера. Дорогие земляки, товарищи, подруги, друзья, я заканчиваю свое объяснение. Только я вам хочу сказать, что вот эти швы, которые я вам показала, они все встречаются в книге. Вот на днях выйдет 7-я книга, большая книга, хорошая книга. И все вот эти вот салфетки, они там есть. Всего хорошего. И самое главное, запомните, если вы хотите что-то хорошее вышить, сначала начните с простого, с маленьких легких салфеточек, и постепенно усложняйте свою работу. Сразу большую вещь не надо брать. Все, спасибо.